Держи. Все у тебя получится. Рыбачка Маша. Готовая, а мне ничего не сказала. На рыбалку, на рыбалку. А вот, оказывается... Кукуруза жила. Я думал, что кранты ей. Нет, нормально все. Зеленая, укрепилась, такая мощная стала. Она среди, среди картошки. Маша собирается, знаете куда, друзья? На мостик половить щучку. Ловить щучку. Ну, вместе, конечно, со мной поедем. Я поеду на своей телеге. Она на своей. Сейчас вот быстренько соберем снасти и поедем. Я стою в тенечке. Ужасная жара, друзья. Какое небо. Это уже под вечер у нас дело происходит. Мария Олеговна собралась. Панамки своей. Как настоящая рыбачка берет снасти. Маша. А сумочку-то вообще это самое. Девичью сумочку-то что взяла? Телефон. Телефон. Без сумочки, скажи, и на рыбалку никак, да? Вот. Ну и тебе, смотри, я вручаю тебе. Знаешь что? О, держи. Держи. Все у тебя получится. Вверх себя. Поймаешь ты щучку такую под метр хотя бы. И загадаешь желание, да? И отпустим. Отпустишь? Нет. Каза какую-то миляли, это, конечно. Вот так. Маша поедет сейчас, а я на своей телеге буду догонять ее. И встретимся уже на мостике. На нашем мостике. Всем привет. Я уже на мостике нахожусь. Быстрее Сереги сюда приехала. Посмотреть на эту красоту. Сегодня у нас вон какая жара, наверное, где-то около 40 может быть. Тепла, так как ветра совсем нету, никакого ветра. Духота, жарко. Но это лето. Наконец-то лето, да. Самое теплое лето. Сейчас я вам покажу нашу красоту. Уже с мостика уже покажу, как все здесь прекрасно. Даже рыбка уже вон прыгает. Значит, дожидаются нас. Круги вон пошли. Ну вот уже и Сергей приближается. Ты быстрее доехала, давай. Да. А тут опасно стало для меня, давай. Надо подправить вот тут. Там заезд. Я уже собиралась показать красоту, но не успела. Я быстро приехал. Да. Убери у меня еще жука. Кушаем жук. На шее нету. Ну, Кто-то там ползал, кто-то. Смотри, какая благодать, да? Ну, вообще четкое место, конечно. Маша собирается щуку поймать. Я только за. Tänne minkä keres Google ja sart mistä kotka chichtis. Ja gudi petka. Сейчас мы устроим. То. Se on minkä bulbul. Se мой bulbul ясас. Рыба зевает. Да. Красота. Покажу нашу красоту с мостика. Тихо. Я тоже постоянно спокойно. снимаю это. Тихо, спокойно. Солнце печет,
Хоть и сейчас уже вечер, но жарко. Сейчас разложим снасти. Ну там, помогу Маше собрать там снасти и покидаем немножко, хотя бы минут там 15-20. И потом обратно. Хотя навряд ли что-нибудь ловится, конечно. Да еще такую жару. Какой не до еды. Люди только пьют, почти не кушают. Так и рыбы тоже. Вот. Но все равно попытаемся. Попытка не пытка, как говорится. Вот, друзья, самый неудобный момент. Как раз солнце напротив. Как раз. Но я не, потом по-другому не получается у меня никак. Вон Маша забрасывает спиннинг. Ой, Вот такой бросок. приятный. Такой бросок. Мария Олеговна. И тащит. Ты, Маша, встань туда, вот в этот угол. Надо стул убрать оттуда. И может мне как-то встать против, не по солнцу, это вообще неудобно. Что, нету щуки, да? Вон туда кинь. О, сейчас куда я вот показываю, вот туда. Маша, вот туда кинь. Вон туда. Маша ловит щуку. Щука не хочет ловиться. Продолжаем рыбачить. Маша закидывает он. Но щука нам не попадается. Пока тишина, друзья. Пока, друзья, ничего у нас не выходит. Ну-ка туда кинь. Вон прямо кинь. Вот туда. На тот берег прямо аж забрасывай. Но ты не сильно замахиваешься. Солнце слепит как раз такое время, что оно как раз вот в камеру попадает с этой стороны. Если снимать с того берега, то да, хорошо, а так сейчас никак. Ну еще. Маша по-прежнему кидает. Я чуть-чуть отъехал, потому что там стало для меня опасно. О. А вдруг? Маша, повернись ко мне. Я тебя сфотографирую. Маша, повернись на минутку. Рыбачка Маша. Что щука говорит?
Щука что говорит? Нету. Но зато такая красота. Это мне, я вам скажу, это вам вообще шикарный вечер. Немного, правда, кусают комарья, но терпеть можно. Ну, наверное, там уже что потом. Я уже потом снимать не буду, там побросаем еще немножко. Ну и хватит, наверное, потому что. Ну, потому что сейчас вот есть глухозимье, а есть такая жаркая пора, июль, тоже рыба не до еды рыбы. Не до еды, скажем так. Маша ловит и ловит. Не лень ей. Уселись мы с Машей, просто здесь посидим, да? Рыба не ловится, вообще не клюет. Первая такая у нас совместная рыбалка в этом году. Но не ловится, что потом поделаешь. Посидим просто. Маша уже показала красоты какие. Ну, сидим. Вообще балдежно. Так ведь, Маша? Ну да, сидеть. Как тебе Возле озера. спиннингом закидывать? Неинтересно, не ловится. А, не ловится, да неинтересно. Ну, конечно, надо ехать в это самое места, где рыбалка хорошая. Есть вот в Ильгарте там Елятыта есть, там вот форель. Ну, там платный пруд, но там хорошая рыбалка, Ты говорят. поймаешь хоть какой-нибудь. Да. Потом еще есть какие-то там озера, где много что. Или на Хариуса, на лесную речку. И, к сожалению, я туда не могу добраться, конечно. Вот. Жарко. Да, прекрасный вечер, друзья. Вот солнце еще высоко, но это уже у нас вечер. И, наверное, мы обратно поедем домой. Посидели, подышали. Воздух, все равно от озера воздух такой, ну, прохлада немножко идет. Но вот солнце еще высоко, и поэтому оно печет так-то. А если бы солнце вот ушло бы за лес, вот за лес там, и вот за лес немножко спустилось, вообще бы классно было. Вот. Но все равно с Машей решили приехать. Приехали, покидали, посмотрели. А результат, конечно, желает быть лучшего. Больше, чем 0 хотя бы. Ладно, мы обратно домой уже, потом встретимся опять снова на участке нашем. Ну что, друзья, вместо того, чтобы поехать домой, меня Мария уговорила, говорит, хочу на речку искупаться. Ну и решено было, вместо того, чтобы поехать домой, поехать на речку. Вот так. Сейчас немножко. Скорее всего, я до туда не доеду, наверное, до самого берега. Потому что вода-то мелкая, и она ушла. Берег, соответственно, тоже. Видишь, меня даже немножко даже буксую я. Да. Проблемно тут. Тут проблемно заехать. Куда-нибудь надо с разгону. Тут просто так не заедешь. Просто так, скажи, не заедешь. Вот. А вот так заехали. Вот. Ну, скорее всего, я никуда не доеду. Потому что без Маши. Ну, там еще. Может, Маша поможет.
Сейчас подожду ее. Речка-то недалеко уже. И мне просто надо подтолкнуть. Сейчас Маша идет где-то там. Она переоделась там в машине, да. Ой, где твой рыбацкий костюм, Мария Олеговна? Это она такая... Ты, значит, с дому выехала уже готовая, а мне ничего не сказала. На рыбалку. А вот, оказывается, вместо рыбалки будем купаться. Ну помоги мне, я туда не доеду, да. Вот. Это мы уже вместе с Машей едем. Так. Все, друзья, доехали до речки. Я туда спуститься, конечно, не буду. Вон далеко уже там купаются. Мама с малышами собирается купаться. Я сейчас буду Машу снимать. Маша, помаши рукой! Близко не буду Машу уже снимать. Заругают. Сейчас близко. Ты можешь, не ходи, мы с Димой попробуем. Ты не надо. Дима, ведь все равно чуть постарше ты. Не надо, давай. Маша балдеет. А меня ты собираешься не туда засунуть? А меня туда? Вместе с телегой. Маша купается. Мы сейчас окунемся и вернемся. Я боюсь за нее. Глубоко залезет, я помочь не могу ничем. Холодно, нет? А вот так, как мама, сможешь вот так вот? Присядь там. Там купаются мама с двумя детьми, но я спросил разрешения, и, ну, короче, мне не разрешили. Звук-то я никак не уберу, но... Пойдем к Сене, а то Сене обидно. А зато Маша вон развиться, как тоже маленькое дитя. Хорошо. Освежает, да? А жарко? Говорит, очень хорошо. Потому что это самое... Вот сюда. Под вечер, я знаю, под вечер тепло, конечно, вода. Не бойся, не бойся. Мгм. Садись в водичку. Да, она такая. Освежает. Садись. Сразу полоснёт. Ныряй! Маша, ныряй! Вон мама тоже умывается. Смотри. Сеня. Не умею, говорит, Мама тоже умывается. нырять. Вот так возьми. Умывайся. Как умывается? Ну что там? Вот. Маша вон купается вдалеке, Далеко не теряй, уплывёт. чтобы когда не упали другие. А природа такая классная. Ну пойдем немножко. Вообще. отдохнем. Не замерз? Где там? Как полотенце. Под чутким. Я как спасатель Малибу, но из меня спасатель, конечно, еще тот. Но караул кричать смогу.
Маша довольная уже идет. Ну как? Класс. Вода теплая. Ну как? Водичка. А меня? А тебя дома искупаем. Тоба! Давай я на коляске заеду. Давай. Ты мне скажи, обратно вытянешь или там оставишь? Обратно, наверное, придется каким-то машиной вытаскивать. Тогда поеду. Застрянешь. Тогда поедем обратно домой уже. Наша машина вон там стоит. Вот мне этот надо участок с разгону проехать. Сейчас вот я с разгону проеду или нет. Гура горлосок. Ну, Маша искупалась. Да. Довольная. Ой, хорошо даже. Очень. Все. Давно уже так не купалась. Так. Забуксую, нет? Опа, 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 опа. Ух ты! Видите, песок. Зимние колеса бы проехали, но их держим пока. Сейчас счет трясется. Ну теперь уже потом, наверное, точно поедем домой, Маша, давай. А? Ой, ты купалась, а я кашляю. Или муха, или что-то не муха, а это. Ну, это мошка, наверное, мошкара залетела в рот. Ладно, я, короче, поеду, и ты ведь меня побыстрее поедешь. Ну, ты уже до дому давай, никуда не останавливаться не будем. На мостик уже, все уже, там бесполезно, конечно, эту рыбу ловить. Тогда сразу до дома. Давай. Я тоже поеду. Ну все, друзья, доехал я до дома обратно. Ну, Мария раньше меня приехала, конечно, она на машине, она побыстрее, она пошустрее. Стоит ужасная жара. На данный момент стоит ужасная жара. Днем, вот с утра начинает сильно жарить так. И до часов, ну, где-то 5 невозможная жара. Где-то часов 5 можно еще выйти, там тенечки. Даже в тени ведь невозможно сидеть. Вообще страшно прямо. Я в такие дни сижу дома, вентилятор включенный, сижу и под ветерок вентилятора отдыхаю. Больше ничего. И кушать не хочется, ничего не хочется делать. И нормальные толком ролики никакие вот снять там что-либо. И даже серьезной работы-то невозможно сделать, потому что что-нибудь на улице поделать в этот момент практически невозможно. Техника, вот, например, там триммер или пила, или все нагревается очень. Сам сознание чуть не теряешь. Вот такая жара у нас. Мы непривычные еще северяне. Вообще, я, например, непривычный. Вот всегда плохо человеку, да? Холодно кричали, плакали. Холодно, холодно, когда лето. Лето пришло. Жарко, почему так жарко? Почему так жарко? Почему так жарко? Когда немножко хоть дождь польет. Вот. Ну, вчера так-то дождь был немножко, но все равно. Что на огороде? На огороде все немножко, но растет. Все. Свекла, укроп, там, кабачки, клубника, лучок. Кукуруза ожила, я думал, что кранты ей. Нет, нормально все. Зеленая, укрепилась, такая мощная стала. Она среди картошки я сестра посадила. Вот. В парнике что творится, не знаю. Помидоры там вон уже, плоды образовали на улице, которые не вне теплицы там, прямо на грядке. Ну, это да, это хорошо. Для вот этих культур это самая то погода. На грядку возле дороги, которая сухая очень, туда бы не мешало дождика, чтобы немножко полил. Вот.
А так в остальном живем дальше. Ну, будет умеренное, немножко будет полегче, и может какие там работы будем выполнять на участке, и может засниму еще. Готовить тоже. Маша говорит, надо что-нибудь там приготовить, видео снять, готовки давно не готовили, но такую жару, какая там готовка? Чай попили, и там квас, или еще там квас тоже покупной, не домашний, попили, еще что-то там, даже хлеба почти не кушаем. Холодный суп, вот я люблю такую погоду, холодный суп, знаете, из сушеного мяса делать, и чтобы он холодный. Потом еще люблю уху из сушеной рыбы, тоже чтобы он холодный. Вот такую погоду это тонизирует такой, вот такая еда. А крошку я не люблю. Многие, может, скажут, вот дурак, не любит окрошку. Я не люблю окрошку. И, ну, не нравится она мне почему-то. Вот. Ну что, вот такая рыбалка у нас получилась. Ну, рыбалка, так сказать. Рыбалка это в большинстве мы выехали просто посидеть на мостике под вечер. А потом Маша говорит, я, говорит, все равно, ну, запланировала, чтобы съездить на рыбалку. И не на рыбалку, на речку покупаться, чтобы. И вот удачно даже, ну, вообще, Маша классно отдохнула, но я туда не рискнул. Мне туда много заботы надо. Мне надо раздеть, потом приползти туда, к этой речке. Потом вылезти, обратно посадить. Ну, нет. Не буду я уже Машу досаждать, потому что она отдохнула, она классно покупалась. Очень понравилось ей. Ну, пока теплая погода, грех не купаться. Вот так. Пока еще комары-домошки не вышли. Сижу вон. Солнце еще прямо слепит, но уже, уверяю вас, уже у нас вечер. Вот. А Айда что-то видит, наверное, кошак где-то, наверное, сзади ходит, гуляет. И вот она ее видит и лает, облаивает. Вот так. Ну что, ладно, друзья, вот такое короткое видео, ну, какие есть. Какие есть, вот на данный момент, на этот период, такие видео идут. Короткие, но показываем, как живем. В основном дома. Дома не хочется снимать. Вот. Что там дома? Айда всерьез увидела кого-то, кошака, и усиленно лает. Не шуми! Зачем шумишь? Не шуми! Ладно. Всем пока. До новых рассветов. Встречайте рассветы. И, ну, как говорится, смотрите наши ролики. Незамысловатые, но, как говорится, если нравится, то смотрите и ставьте лайки. Всем пока.